Вот этот баланс сегодня я должен превратить в 6 миллионов рублей. Но как и что я для этого сделал, смотри прямо сейчас. Первоначально я приехал на БУ рынок, чтобы прочекать выгодные предложения. Если что найду, то куплю и перепродам. Подошел к первой тачке, цену выставили сразу в 10 миллионов. Таких у меня денег точно нет. Спрашивал ПТС Мерс АМГ, но чувак ничего не показывал, я просто убегаю. Грубо говоря, высокий класс просто пустой. В среднем классе начинаю просматривать ПТС BMW M5. Госка 2.1 КК, пробег маленький, просто стоковая бэха. Цену он выставил в 1.4 КК, но я предложил 1.3. Долго торговались и к общему знаменателю так и не пришли. Также ПТС такой же бэхи, но тут есть прошивка спорта и неплохой тюн. Пробега только очень много и цену зарядил он в 1.9 КК. Точно знаю, продаваться будет очень долго. В общем, пробежал я весь рынок и никакого годного предложения я не увидел. Наконец-то отправляюсь работать дальнобоем. А пока я еду, победитель с прошлого конкурса, вот этот человек. Чтобы принять участие на 5000 рублей, вам нужно поставить лайк под видео, подписаться на канал и включить колокольчик и написать любой комментарий. Я уволился с компании Rolex для того, чтобы посмотреть, есть ли обычная руда в самой популярной транспортной компании Energy. Я так и думал, видите, вообще руды нет, и работать в данной компании точно не вижу смысла. Постоянно ловить и ждать я не хочу. Уволился и обратно устраиваюсь работать в ТК Rolex. Просил в чат компании, есть ли тут премии, сказали да, отлично, поэтому смело можно здесь работать. Арендовал грузовик, подвез его и погнали смотреть, что по заказам. Как мы видим, здесь куча руды, о чем я и говорил, лучше работать в не особо популярных ТК, и тогда руда точно будет. Увидел заказ Даедова завод почти за 42 тысячи рублей, конечно же его взял. С помощью команды /cargo загружаем прицеп, цепляем груз и выезжаем загружаться. Сразу вам показываю личную карточку, что тут рейтинг по нулям, чтобы не было сомнений, что все рейсы я выполнил самостоятельно. Начал я загрузку ровно в 19:54. Посмотрим, сколько потребуется времени на данный рейс. Здесь мы сворачиваем по нашей любимой тропинке, чтобы быстрее доехать до контрольной точки. Разгрузились, получили баблишко и на часах ровно 20:00, то есть я потратил всего 6 минут. Отлично. Арендую скутер, начинаю ЕППшить, хотя многие писали, мол, их сажали в КПЗ за это. Меня ни разу не сажали и меня все полностью устраивает. Доехал, арендовал грузовик и иду смотреть заказы. Я просмотрел все заказы и самый выгодный оказался Даедова за 38 тысяч рублей. Взял грузовик, загрузил прицеп, цепляю его и выдвигаюсь загружаться. На часах 20:06, надеюсь, я доеду быстро. В этот раз, к сожалению, пропускаем нашу любимую тропинку для среза и едем просто прямо. Разгрузились, получили деньги, на часах у нас 20:13. Так как здесь нет аренды, я просто релогнусь и доеду с фамхата до ТК. На часах 20:26, вот тут я совершил фатальную ошибку, ведь я забыл, что сегодня выходной и X2 Payday, из-за этого очень долго заходил. Загрузил бэху и отправляюсь за новым рейсом. Ой-ой-ой, до этого завода почти за 45 тысяч, такое мне точно нравится, и поэтому незамедлительно летим туда. Взял прицеп, летим загружаться. Загрузился я ровно в 20:30, это по счету уже третий рейс, поэтому летим разгружаться. На дороге произошла такая ситуация, что этот неадекват влетел в меня навстречку и начал оскорблять, но я в ответ соответственно. Как мы видим, он не дает проехать, и я просто написал на него в репорт. Хантеру Моррисону, администратору, говорю спасибо, очередное быдло получило по своим заслугам. Приехал я сюда за 9 минут, ибо, как вы видели, мне мешали. Арендовал скутер, начинаю ЕППшить и еду до ТК. Беру грузовик и сразу иду смотреть новые заказы. Стоять церемониться нет времени, я беру Даедова за 38 тысяч, ибо это самый лучший вариант из всех, которые есть. Загрузил прицеп, цепляя груз и, как говорится, вылетаем. Разгрузился в 20:51 и, можно сказать, прошел ровно час работы. Из-за своей ошибки была только проблема, что долго заходил. Просматривая новые заказы в новом часу, самое выгодное предложение было ехать до Эдова, ибо до Бусаева не горю желанием туда ехать. Цепляем груз и едем загружаться. На часах почти ровно 21:00 и мы начинаем новый час работы. Вот я еду и посмотрите, что делает водитель спереди. Просто берет и специально подрезает и не дает мне проехать вперед. Просто всю дорогу так делают. Я надеюсь, что тебя забанят и ты больше никогда не зайдешь в эту игру. В общем, приехал я в 21:06 и успешно разгрузился и получил свои деньги. Арендовал
арендовал скутер, выезжаем по полям и летим до ТК. Взял до этого за 40 тысяч, ибо, повторюсь, ехать до Бусаева не очень хочется. Загрузился в 21:12 и вылетаем до конечной точки. А разгрузился я в 21:20, получил деньги и скажу, что на дороге происходил какой-то хаос. Еле доехал, блин. Завершаем работу, берем новый грузовик и погнали смотреть, что по заказам. Взял до этого завода за 36 тысяч рублей. Не, ну а чё, самый короткий рейс, почему бы и не взять? Загрузился в 21:28 и скорее вылетаем до контрольной точки. Как всегда, сворачиваем по нашей тропинке, осталось ехать совсем чуть-чуть. Разгрузился и на часах 21:36. Этот рейс прошел во благо без каких-либо помех. Беру скутер в аренду, ЕППшу и уже лечу до ТК. Выбор у нас здесь не самый большой, всего одна руда до этого, и не остается выбора, как взять этот заказ. Капец, в час пик онлайна не пойми, что тут происходит. Жду скорее ночи, чтобы продолжить работать. Загрузился в 21:41 и скорее едем до этого. Доехал я тут до этого завод и думаю, а почему я не могу разгрузиться? И потом понял, что мне нужно ехать до этого, чисто по привычке уже сюда приехал. В общем, я доехал на часах 21:51, чисто рейс увеличился из-за моей ошибки. Первый раз вижу, что здесь нет руды, но во благо почти сразу появился рейс с одной рудой всего за 33 тысячи. Вариантов у нас нет, поэтому его и берем. Разгрузился в 22:06 и наш час успешно прошел. Совершил я 5 рейсов и заработал я за этот час 181 тысячу рублей. Ох, наконец-то я дождался ночи и время 23:56, ибо в час пик онлайна невозможно работать из-за огромных неадекватов на дорогах. Просмотрев все заказы, ловлю свой самый любимый до этого завод за 37 тысяч рублей. Можно сказать, начинаем свою работу ровно в полночь. Давайте смотреть, что к чему. Срезал по своей любимой тропинке, осталось ехать совсем чуть-чуть. Разгрузился в 0:05 и, как я говорил, ночью помех на дороге почти никакой нет и можно спокойно работать. Просматривая всех заказов, взял аналогичный рейс до этого завода и отправляюсь прямиком туда. Разгрузился я уже в 0:16 и, как я говорил, ночью работать одно удовольствие. Начал чекать заказы и увидел этот до этого за 42 тысячи. Такой меня устраивает и направляюсь туда. Разгрузился в 0:32 и спокойно перезаходим игру и летим снова до ТК. Взял бэху семейного автопарка и во благо здесь ехать недалеко. Увидел здесь продукты питания, решил посмотреть, а сколько там платят-то? И увидел аж 50 тысяч, обалдеть, я решил сразу взять, но не успел, блин, такой заказ профукал. Поэтому берем обычный грузовик и летим смотреть заказы с обычной рудой. Самый перспективный для меня был до этого за 35 тысяч рублей, как говорится, выдвигаемся. Разгрузился в 0:47, соответственно опять перезаходим в игру и едем до ТК. Ой-ой-ой, какой плотный заказик за 44 тысячи рублей до этого, такой мы точно незамедлительно берем. Разгрузился в 1:02 и наш ночной час успешно пройден. По личной карточке видим, что я выполнил уже целых 14 рейсов. Вот я о чем и говорил, что даже дороги Арзамаса почти пустые ночью, хоть и идет X2 Payday, ночью работать одно удовольствие. Разгрузился в 3:12, как вы поняли, моя работа началась в 3 часа ночи. Ой, какой красивый заказ за 45 тысяч до этого, конечно же берем его. Разгрузился и лутая свой баблишко в карман, и остается только перезайти в игру. Не очень крутой заказ до этого завод за 35 тысяч, люди мы не гордые, конечно же его возьмем. Следующий до этого за 45 тысяч, вот если бы все такие заказы, просто цены не было бы в этой работе. Снова заказ до этого, но уже за 42 тысячи, тоже берем такой, осталось последние 3 рейса, но я их показывать не буду, просто перейдем в самый конец. Разгрузился на крайнем заказе и баланс перевалил в 6 миллионов рублей. Ура, цель выполнена. Время, грубо говоря, 5 утра, и скажу так, что безусловно работать ночью намного лучше, думаю, это очевидно. По личной карточке видим, что совершено аж целых 22 рейса, это мой абсолютный рекорд. Когда я работал в час пик онлайна, было тяжко и потрепал свои нервишки, поэтому берегите свои нервы и желаю вам всем только счастья и здоровья.